20 казахских фраз на каждый день. Всем привет, меня зовут Дияра, и я носитель казахского языка. А также я студент третьего курса филологического факультета МГУ, на фоне которого я сейчас снимаю видео. В этом видео я собрала для вас 20 самых классных казахских фраз на каждый день. И это не формальные такие выражения из учебника, а живые настоящие фразы. Первая фраза «хабарласам» или «хабарласамын». Свяжусь, напишу, позвоню и так далее. Такое выражение удобно использовать в конце общения или когда откладываете ответ на чуть позже. Вторая фраза «айтасал». Просто скажи. Говорится, когда вы хотите, чтобы человек не стеснялся, говорил честно и прямо. Третья фраза «уайымдама». Не переживай. «Кейін сөйлесейік». Поговорим позже. «Өзім білем». Я сам знаю, сама знаю, сам решу, сама решу. Можно сказать с иронией или ответ на лишние советы. Вот если вы подросток, да, который спорит с родителями, в конце можете сказать «өзім білем». Но я, конечно же, шучу. Не стоит так перечить родителям. Далее. «Кешір уақытым жоқ еді». «Кешір уақытым жоқ еді». Извини, не было времени. Хороший вариант, если нужно объяснить, почему вы не ответили чуть раньше, да, вовремя, или не сделали что-то вовремя. Далее, хорошая фраза «сен жақсы түсінесің ғой». «Сен жақсы түсінесің ғой». Ты же понимаешь, то есть ты же шаришь в этой теме. Подходит, когда вы хотите мягко на что-то намекнуть или получить поддержку. Следующая фраза «солай болып қалды». «Солай болып қалды». Так получилось. Такая вот универсальная фраза, чтобы объяснить неожиданный результат или какой-то провал. Очень хорошая фраза, всегда ее использую, если что-то идет не так. «Қаласаң көмектесемін». Если хочешь, помогу. Такая теплая, искренняя фраза. «Қазір емес, кейін». Четкий, но вежливый ответ, когда хотите отложить действие. То есть не сейчас, потом. И вот в разговорной речи или в переписке очень часто слово «қазір», сейчас, да, очень любят сокращать. То есть там могут появиться такие варианты, как «қас» или вообще даже «ка». «Ка емес, кейін». Ну, что-то такое. Очень часто могут сокращать носители. Далее. «Ондай емес қой». Это ведь не так. Такое мягкое несогласие, если вы что-то видите, или если вам друг как-то рассказывает историю, чуть приукрасив, и вы говорите «ондай емес қой». Это ведь не так. Далее. Фраза, которую очень любят произносить в Казахстане, это «көреміз». Посмотрим. Отлично подходит, если вы не хотите обещать чего-то. Я, кстати, вспомнила, у меня есть ученик Алан, ему 15-16 лет, и каждый раз, когда я даю ему домашку или задание на уроке, он отвечает «көреміз» или «посмотрим». Я однажды решила спросить его, почему он постоянно так отвечает, потому что я ему четко даю задание, а он говорит «көреміз». И потом он говорит: ну, я, знаете, я не хочу вам давать ложные обещания, такие надежды. Если я скажу «да», вы будете ждать, ожидать от меня какого-то ответа, а если я не сделаю домашнее задание, вы в меня разочаруетесь. А если я скажу просто «посмотрим», вы просто не будете ожидать домашнего задания и не разочаруетесь. Если честно, я была в шоке. Я просто не ожидала, что такая простая фраза может скрывать целую философию. Хорошо. Далее. Очень классная фраза, даже конструкция, я бы сказала, можете запомнить. «Кешке жазам». Напишу вечером. Также можете вместо кешке подставлять какие-то другие промежутки времени. Например, «таңертең жазамын». Напишу утром. «Бүгін жазамын». Напишу сегодня. Или, например, «ертең жазамын». Напишу завтра. Запоминайте очень классные конструкции. «Қазір барамын». Иду, еду и так далее. Универсальная фраза, особенно в переписке, классная, да, когда вы хотите сообщить, что вы в пути. И тут также со словом «қазір» могут сокращать. Носители очень любят сокращать слово «қазір». «Сен айтқандай», как ты сказал, используется, когда вы ссылаетесь на чужие слова или поддерживаете мнение. «Сол дұрыс сияқты», наверное, это правильно. Выражает такое осторожное согласие. Ну, вы как будто бы полностью не уверены, но считаете это чем-то правильным. «Тез сөйлесейік». И его больше вот так, наверное, быстро произносят. «Тез сөйлесейік». Давай быстро обсудим или давай быстро поговорим. Когда нужно что-то уточнить по делу, но нет времени на долгий разговор, можете использовать такую фразу. «Сенде бәрі жақсы ма өзі?» У тебя точно все хорошо? Тут в зависимости от контекста. Поэтому будьте осторожнее. Первое значение – это вот такая более теплая, заботливая альтернатива
выражению, да, как дела. Но в зависимости от интонации данная фраза может звучать немножко иронично. Например, если человек делает что-то странное, можно сказать с улыбкой там, да, «Сенде бәрі жақсы ма өзі», то есть у тебя все в порядке, значение вот, даже как можно перевести, с головой все в порядке, вот в таком значении даже. Поэтому будьте осторожнее с этой фразой, но очень хорошая такая разговорная фраза. Айпакша. Кстати, отличный способ сменить тему или вспомнить что-то важное. Сен гой бәрін білетін. Ты же у нас все знаешь, ты же у нас всезнайка. И это был список из 20 фраз, которые вы можете смело использовать каждый день и звучать естественнее. Хочу напомнить, что у меня есть курс для начинающих, который стоит всего 25 тысяч тенге. Подробнее по этому номеру. Достар, на этом все. Если было полезно, ставьте лайк и не забудьте подписаться на мой канал. И напишите в комментариях, хотите ли вы вторую часть. У меня уже есть список из крутых, классных разговорных фраз. Ну на этом все. Сау болыңыздар!